всем, кто онлайн! С вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. За молодыми учеными будущее. Кто и как покорит Америку в рубрике «Сверхразум». Виртуозное владение ритмом за пару минут. Мастер-класс для любителей экспериментов. Давайте потанцуем. Команда «Адреналин Крю» расскажет о секретах своего успеха. Это раньше в школе их дразнили ботаниками, но сегодня они гордо называются «молодые ученые». И совсем скоро их самолет приземлится в Америке. Кусайте локти, двоечники. Вот-вот мечта любого ученого Силиконовая долина откроет двери для интеллектуалов Бурятии. В этом году уже 7-й раз в Бурятии провели конкурс «Лучшие молодые ученые», по результатам которого было отобрано 8 перспективных умов. В конце этого года знатоков ждет поездка в США. Молодые ученые смогут не только это увидеть, но смогут также обменяться опытом с молодыми коллегами, с нашими Соединенных Штатов Америки, и, возможно, в будущем запланировали какие-то международные проекты. Ну и также в планах посещения у нас библиотечных фондов, научных центров. Проекты наших научных мастеров удивляют новаторством и необычным содержанием. К примеру, этот макет предназначен для уборки картошки. Картофелекопатель состоит из лемеха, 2 транспортеров и нового рабочего органа, который позволяет спустить урожай на землю. Его изобрел молодой ученый Вячеслав Балахоев. Иван Старинский придумал эффективный и более простой способ получения активированного угля. Обработка плазмой делает уголь пригодным для очистки сточных вод, а это часть пневматического костюма для увеличения силы человека, а также для инвалидов, у которых отсутствуют какие-либо части тела. Костюм может заменить их. Работает такая чудо-установка под давлением и делает силу больше в десятки раз. Также можно его применять военным, пожарным, МЧСникам. А за счет увеличения силы человека сотрудник МЧС может быстрее добраться до пострадавшего. Механизм работы заключается за счет давления воздуха. Он получается как гидравлический насос, но смесь заменяется на воздух. И за счет какое будет давление, в 100 раз можно увеличить силу человека. Например, если 10 атмосфер, может увеличить в 10 раз. А если будет 20, можно в 20 раз увеличить. Не секрет, что многие стремятся уехать из родного города и страны. Молодежь уезжает и не возвращается, а уходят, как правило, самые одаренные и талантливые. Но для поддержки связи существуют специальные проекты. И для того, чтобы не потерять связь с нашими учеными, для того, чтобы сделать так, чтобы они не забывали свою малую родину и возвращали все-таки республику, мы ежегодно совместно с Ассоциацией молодежи под руководством Комитета по молодежной политике проводим выездные всероссийские конференции молодых ученых Бурятии. Молодые ученые – это научный потенциал, интеллектуальные ресурсы развития. Это будущее российской и бурятской науки. Сейчас перед молодежью стоит объективная задача продуцирования свежих идей. Перед деятелями науки в первую очередь. Я вырос в Бурятии, поэтому я патриот России и хочу поднять нашу науку, чтобы она стала конкурентоспособным на мировом уровне. Учиться, учиться, еще раз учиться, призывал дедушка Ленин. Как много на свете всего интересного и еще не познанного. Хочешь научиться чему-то новому, но не знаешь, куда обратиться? Специально для тебя и только онлайн. Рубрика «Действуй». Мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы овладеть тем, о чем давно мечтали, за 3 минуты. Барабаны впервые появились еще до нашей эры. Несколько наскальных рисунков, найденных в пещерах Перу, изображают ударные инструменты, используемые в различных аспектах социальной жизни. Индейцы применяли тыквы, а также деревянные музыкальные инструменты для ритуалов и церемоний. Барабаны всегда служили для чего-то большего, чем просто создание музыки. Сейчас мы попробуем овладеть искусством игры на самом древнем и таинственном инструменте – барабане, а сегодня еще и мегапопулярном. Рома, привет! Скажи, как давно ты играешь на ударной установке? Привет. Систематически 2 года, а в целом около 11 лет. Угу. Расскажи, пожалуйста, из чего состоит установка? Как называется все это? Это называется ударная установка. Правильно. Кухня, да? Ну да, еще бывает кухня, говорят. Вот. Ну и стоит она прежде всего из малого барабана. Также хай-хет ножной, педальный. Далее крэш левая. Это сплэш, тарелка. Это том 1, том
потом второй, это бочка, ну, большой барабан. Это крэш правая. Далее это райт, тарелка. И это чайник. Ну и, естественно, как бы завершает всю установку это том напольный. Скажи, а можно ли нам вот за несколько минут хоть немного освоить этот инструмент? Хоть немного, конечно, Может Да. быть, ты нам покажешь мастер-класс? с удовольствием. Давай. Итак, с чего начнем? В самом начале происходит так называемая постановка рук и ног. Неправильная посадка за ударной установкой ведет к болезням позвоночника, к невозможности быстрой игры. Существует несколько способов держать палочки, но так как большинство барабанщиков используют симметричный захват, на нем и остановимся. Симметричный захват – это способ, при котором левая и правая рука держат палочки в одинаковой манере. Кисть полностью расслаблена, палочку располагаем между первой и второй фалангой указательного пальца и фиксируем большим пальцем. Это замок. Фиксируем. Это замок называется. Угу. Замок у нас на месте. 3 остальные пальца это рычаг, дополнительные пальцы, да, как бы. Они удерживают палочку и фиксируют весь момент игры. Производить удары на малом барабане нужно так, чтобы был отскок палочки от пластика. Конечно, перед тем, как сесть за установку, придется проштудировать теорию, и овладеть за несколько минут ей нереально. Ритм нужно держать на хай-хете, четверти или 16-е, на ваш выбор. Основной удар дает бочка, а малый барабан подчеркивает слабые доли в такте. В сочетании с этим делается определенный рисунок – бит. Ром, ну самый простой такой вот ритм, покажи какой-нибудь. Что я могу сейчас, как сказать, сыграть? Итак, держим ритм на хэте. На сильную долю добавляем бочку, то есть на раз и на 3. Следовательно, на 2 и 4 добавляем малый барабан. Следите за руками и четкостью удара. Экспериментируйте, фантазируйте и практикуйте занятия. Ведь чтобы стать профессионалом, в любом деле нужно много работать. Конечно, чтобы мастерски владеть палочками, 3 минуты недостаточно, и нам понадобилось немало времени, чтобы высекать четкий бит на барабанах. Но мы открыли вам дверь в новое. Теперь дело за вами. Это была рубрика «Действуй». Оставайтесь на линии. Мир, в котором мы живем, это бесконечное движение. Танцоры приходят и уходят, а танец продолжает жить. И как сложится его жизнь, во многом зависит от мастерства и профессионализма покорителей танцполов. Сегодня у нас в гостях танцевальная команда «Адреналин Крю». Ребята уже около 3 лет покоряют танцевальные вершины не только нашего города, но и всей России. Перед нами сейчас только 2 из 4 энергичных молодых людей. Давайте познакомимся с нашими телезрителями. Ну, кто вас не знает, конечно, представьтесь. Меня зовут Денис. Меня зовут Алексей. В ноябре 2008 года собралась танцевальная команда молодых парней, которых объединила любовь к творчеству. «Адреналин Крю» – теперь это название всегда на слуху, ну а ребята на виду. В 2009 году они стали первыми в Сибири по направлению хип-хоп в Красноярске. В 2010 выиграли Олимпийский резерв в Бурятии по танцевальному направлению. На Кубке России в Москве «Адреналин» сражался сильнейшими и представили себя в столице на хорошем уровне. Энергия танца, интересный подход к музыке – это их настоящее призвание. Но вот вы сейчас осознаете свою популярность, вы осознаете то, что вы все-таки известны в нашем городе, как минимум? Ну, есть такое. Есть такое ощущение? Есть такое. И как это, вот, как по чувствам? Ну, это очень приятно, то, что значит, что тебя поддерживает родной город, родные люди, близкие, друзья. А в интернет-источниках раньше были такие обсуждения, что якобы Адре Крю зазвездились. Помните, да, было ведь такое, что люди писали, что вы звезды, были такие дискуссии. Вообще, как вы считаете, как вы относитесь к такому понятию, как звездная болезнь, и больны ли вы ею? Ну, скорее всего, это не нам судить, больны ли мы ей. Но мы считаем то, что если человек нас не знает, он не может так писать. Ну да. А вообще, в вашем понимании, звездная болезнь – это что? Ну, это, скорее всего, эгоистичная роль в плане человека, то, что он ведет
только ради личных принципов. Ну, может быть, так в моем понятии. А, кстати, родители как относятся к вашим танцам? Ну, сначала с непониманием. Ну, что это такое? Ты что это? Кем ты будешь потом, когда вырастешь? Но потом, когда вы начали зарабатывать деньги, отношение изменилось. Например, такие вопросы. Сколько заработали? Или там, может, дашь денег немного? Вот так родители наживаются на талантах своих детей. И насчет совершенствования и творчества. Вот что касаемо как раз-таки такого процесса танца. Как вы придумываете движения? Как вы работаете над ними? Ну, что у вас происходит в душе, когда вы делаете новый дэнс-проект какой-то? Ну, по словам из одного из отсутствующих членов команды, это когда бабочки в животе, мурашки по коже. Во время танца вы что-то хотите выразить? Вы что-то хотите, что хотите сказать обычно? Это же все равно какая-то идея должна быть заложена в движениях. Или просто танцуете? Мы танцуем от души, можно сказать так, что вот что мы чувствуем, мы показываем это. Первая цель это покорить Москву. То, что этой весной мы как бы заявили о себе. В Москве. В Москве. Но они говорят, что с нетерпением ждут нас. Вперед и только вперед. Наверное, таков девиз команды «Адреналин Крю». Мы пожелаем мальчикам большой удачи, чтобы ваши мечты всегда сбывались и чтобы вы дальше достигали таких же успехов. Спасибо вам за то, что посетили нас сегодня. Все гениальное просто. Главное творить, действовать и идти к своей цели. На сегодня все. Да, и еще. Будьте онлайн. До встречи.